Дальше пророк алейхиссалату вассалям говорит о необходимости искреннего отношения к правителям или к руководителям мусульман. Аимматуль муслимин. Аимматуль муслимин, аимма это множественное число слова имам. К имамам мусульман. Имам мусульман это все руководители мусульман, начиная от верховных правителей мусульман, и потом это может быть и имам мечети. Хорошо. Это может быть руководитель какого-то учреждения, руководитель на работе. Хорошо. Сюда, конечно же, включаются, что? Безусловно, включаются уляма, ученые. Хорошо. Также входит понятие имма. Так, искреннее отношение к имамам, к руководителям мусульман, это очень важно. Это очень важно. Почему? Потому что от этого зависит во многом потом и состояние, и подопечных. Хорошо. В чем заключается искреннее отношение к имамам мусульман? Мы сказали, сами имамы мусульман, это включает в себя две большие группы. Первая это кто? Правители мусульман. Вторая группа это кто? Ученые, уляма. Что касается правителей мусульман, в чем заключается искреннее отношение к ним? Ну, во-первых, человек должен иметь убеждение, что он обязан подчиняться правителю мусульман. Если есть правитель, конечно. Когда есть правитель мусульман, у человека должно быть убеждение обязанности подчиняться правителю. То есть ислам это не анархия. Хорошо? Это в эпоху джахилии, так, до ислама каждый считал гордостью, достоинством, если он никому не подчиняется. Нет. Ислам пришел и установил это. Если есть руководитель мусульман, правитель мусульман, ты должен иметь убеждение подчиняться им, потому что Аллах субхану ва тааля говорит: «Я владейна аману, атаю Аллах, атаю Расул, ва улил амри минкум», вы, которые подчиняйтесь Аллаху, посланнику и обладателю власти, влияния среди вас. Другая составляющая искреннего отношения к правителям – это подчинение приказам правителя. Если правитель что-то приказывает, нужно подчиняться этому. Хорошо. Если он приказывает совершать намаз или поститься, здесь понятно, Аллах приказывает это, конечно. А если он приказывает что-то, что не приказал Аллах субхану ва тааля, нужно ли подчиняться? Да. Да, нужно. Нужно, если только это не противоречит шариату Аллаха субхану ва тааля. Хорошо? То есть, чтобы было яснее. Совершать намаз или поститься, мы обязаны делать это, даже если нам правитель это не приказывает. Правильно? Потому что это Аллах приказывает. Все. Приказал это правитель, не приказал. Все равно мы это делаем, верно? То есть, если сказать, что подчинение правителю это только подчиняться тому, что приказал Аллах, приказом Аллаха, хорошо, ваджибом Аллах, который установил, тогда смысла не остается в подчинении правителя. Мы бы делали и без правителя это. Значит, это нечто большее. Что это подчиняться всякому приказу правителя, который не противоречит шариату Аллаха. А если правитель приказывает нечто, что противоречит шариату Аллаха, какой-то грех, большой или малый даже грех, то мы не имеем права подчиниться правителю в этом. Хорошо? Мы говорим нет. Но, конечно, это не говорится так грубо. А как? Это надлежит сделать путем объяснения. Ученые говорят, сказать ему, как Аллах мой Господь и твой Господь. Хорошо? Аллах приказал нам делать это. И мы не можем ослушаться Аллаха и подчиниться тебе в этом вопросе. То есть объяснить таким образом, иншаллаху тааля, если на то будет воля Аллаха субхану ва тааля, будет понимание этого вопроса. Дальше, третье, что входит в понятие искреннего отношения к правителям. Это не возбуждать, не поднимать людей, не подстрекать людей к выходу против этого правителя, мусульманского правителя. Это плохо. Хорошо, если есть правитель мусульман, поднимать людей на какой-то бунт, на какие-то революции. Не обязательно, что человек вышел и сказал: поднимайте все на бунт, на восстание. Хорошо, это так редко кто делает. Это просто ходить и распространять среди людей разговоры о недостатках этого правителя, о его пороках, о его каких-то действиях неправильных. Хорошо? Это плохо. Удивительно, что люди доставляют им большое удовольствие все время ходить среди простых людей или с каких-то трибун и говорить, какой правитель плохой, какие у него плохие действия. Хорошо? Что он еще там натворил, что он еще сделал. Но при этом ничего не сказать о достоинствах этого правителя.
о его хороших поступках, хороших деяниях, каких-то его принятых им хороших решениях. Это на самом деле несправедливо. Это несправедливо. Напротив, это позиция Ахля Сунна. Кто хочет, пусть принимает, кто хочет, нет. Хорошо? По тому, как человек относится к правителю, молится ли он за него. Я имею в виду, речь идет о таком, о правителях мусульман, конечно. Хорошо? Молится за него, просит у Аллаха, чтобы Аллах дал ему хорошее окружение, не распространяется его недостатка среди людей. Вот это отношение к правителю, или наоборот, он проклинает правителя, рассказывает о его недостатках. Вот поэтому люди, Ахля Сунна валь Джамаа, предшественники, табиин, атбау табиин, имамы, они определяют, человек принадлежит к Ахля Сунна или принадлежит к Ахлю Бид'а. Если он проклинает правителя и будоражит народ, это признак чего? Признак того, что человек в заблуждении. Хорошо? Не признак того, что он принадлежит к последователям Сунны. Означает ли это, что да, есть какие-то проступки или даже нарушения шариата, хорошо, или приказы, которые как-то идут вразрез с шариатом, и все должны молчать? Нет, это не будет искреннее отношение к правителю. Нужно давать наставления правителю. Хорошо? То есть, посмотрите, Ахля Сунна валь Джамаа посередине всегда. Не будоражить массы народ на революцию, но в то же время не молчать. Хорошо? А нужно давать наставления правителю. Как сказал об этом пророк, алейхиссалату вассалам, если человек, как сказано в хадисе, видит от правителя что-то неправильное, он должен взять его за руку, хорошо, и поговорить наедине с ним. Это и есть насыха, это и есть искреннее отношение. Не кричать где-то с трибун, а взять за руку, объяснить ему наедине. Кто-то скажет, ну у кого есть возможность взять правителя за руку? Там, ну у кого-то есть, у тебя нет, у тебя есть другие способы. Ты можешь писать, какие-то каналы есть, какое-то обращение есть, написать этот свой совет, хорошо, искренний правителю, удержать его от чего-то плохого. Дальше. Уважение к правителю, как это подобает, это тоже входит в понятие, что насыха. Ты, конечно, не можешь относиться к правителю, имаму мусульман, как ты относишься, например, к своему сыну или к своему брату, хорошо, это другой уровень. Мудрость подразумевает, что каждого человека нужно ставить на его место. Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, даже отправляя письма к императорам неверных государств, писал как «Иля азимиру», да, то есть к руководителю римлян, да, Рума, и написал ему там как-то с унижением. То есть относиться к правителю с уважением, учитывая их положение. Потому что если ты будешь относиться к ним вот так вот с пренебрежением, к чему это приведет? Что и у людей потом тоже будет пренебрежение, а это потом приведет к плачевным последствиям на самом деле. Анархия и непослушание, хорошо, отсутствие руководства, это на самом деле страшно. Люди просто не понимают этого. Если пожить несколько дней без руководства, что будет? Хорошо, без какого-то правления, что будет? Это этот вот беспредел и анархия – это вещь страшная, когда человек не может просто из дома выйти, он не может быть спокоен за свою жену, не может быть спокоен за своих детей, он не может что-то пойти купить в магазине, в лавке, он не может отправить ребенка в школу, он не может дома быть, потому что туда войдут воры, и нет никакого страха, ни у кого никакой власти. Поэтому уважение к правителям мусульман – это из насыха, из искреннего отношения к ним. Еще что входит в искреннее отношение – это не врать правителям. Не врать правителям. То есть, бывают такие люди, категория людей, которые занимаются очковтирательством. То есть, они все время, что называется, поют правителям, как все хорошо в стране, и как все замечательно, хорошо, и народ в достатке живет, и ни у кого никаких проблем. Хорошо. Вот этот обман, он недопустим. Пусть это будет не верховный правитель, пусть это будет директор школы, например. Хорошо. Докладывать ему, или директор предприятия. И пусть это будет имам мечети, сообщать ему, что все хорошо, все в порядке, все довольны, все хорошо. Нельзя. Оправдываются чем? Ну, я хотел просто, чтобы внести какую-то радость в сердце, чтобы было ему там спокойно, хорошо, порадовать хотел. Нет, не имеешь права. Должен сообщать о делах так, как они обстоят на самом деле. Хорошо? Это искреннее отношение к правителю. Дуа, конечно, мольба за правителя, это входит в понятие искреннее отношение. И еще что? Еще выполнять свои функции, свои задачи как положено. На всех уровнях. Хорошо? Пусть это будет предприятие, пусть это будет назначение на какую-то должность. Человек должен выполнять свою работу, свою должность как положено.
Это очень плохо, когда кто-то находится под началом у кого-то и пренебрегает своими обязанностями. Либо он опаздывает на работу, либо он не делает то, что он должен делать. Это плохо. Хорошо? Это не искреннее отношение к руководителям мусульман. Человек может это делать по двум причинам. Либо он специально так делает, чтобы сорвать работу, чтобы показать, какой неспособный этот руководитель на самом деле. Хорошо, какой неуспешный он. Либо он просто лентяй, просто он такой вот безалаберный человек. То и другое недопустимо. Это не есть искреннее отношение к правителям мусульман. Это, что касается искреннего отношения к кому? К имамам. Да? К имамам, то есть к правителям мусульман. Есть вторая группа имамов мусульман. Это кто? Ученые, уляма. Уляма, это очень важно. Уляма, кто такие уляма? Уляма на самом деле это факелы на пути. Хорошо? Те, которые освещают путь людям. Они, которые являются носителями шариата, знания Корана и Сунны, передают его умме, все нуждаются в них. Правители, от кого они берут наставления, как им поступать, и фетвы, если не от ученых? От ученых. Хорошо. Простые люди от кого? От ученых, поэтому все нуждаются. Все нуждаются в ученых. Поэтому как важно искреннее отношение к ним. В чем оно заключается, это искреннее отношение к ученым? Первое, безусловно, это просить у Аллаха Субхана ва Тааля помощи, поддержки, наставления, укрепления на прямом пути для ученых. Хорошо? Молиться за людей знания, чтобы Аллах направлял их по верному пути, к верному решению. Почему? Потому что если они заблудятся, тогда и люди заблудятся. Опасно, ошибка ученого очень опасная вещь. Хорошо? Потому что из-за этой ошибки потом люди впадают в заблуждение. Дальше, второе, что входит в понятие искренности к ученым, если ученый ошибся. Каждый человек, конечно, ошибается. Ученый тоже может ошибиться. Что ты должен сделать? Молчать нет, тебе надлежит связаться с этим ученым. Что возможно? Возможно, просто то, что ты услышал по поводу того, что сказал этот ученый, может быть, это вообще неправда. Ученый, может, так и не говорил вовсе. Если ты с ним свяжешься, ты выяснишь это, говорил он это или не говорил. Это важно. Сколько слов, которые приписывают людям знания, которые на самом деле люди знаний никогда в жизни не произносили. И наоборот не причастны к этому, отрекаются от этого. Свяжись с ними, может быть, они скажут, что это неправда. Дальше, если это правда, тогда, возможно, он объяснит тебе этот вопрос. Может быть, ты не понимаешь этот вопрос. Он объяснит тебе, и ты поймешь, что на самом деле это и есть истина. Тогда твоим долгом является рассказать людям об этом, что вот это и есть истина, вот так оказывается правильно. Сколько людей, которые понимают неправильный вопрос. Но если выясняется, что действительно этот человек ошибся, действительно это ошибка, что тогда? Тогда с уважением, с подобающим почтением попытаться что объяснить ему и указать ему на истину. И обязанность ученого здесь принять истину. Не сказать, что какой-то там невежда или какой-то начал только искать знания, уже мне тут вот учат. Нет, принять. Сколько людей, которые имеют очень высокий уровень знания, но в каком-то вопросе их сориентировали именно кто? Люди, которые меньше по своему уровню знания. Так бывает. Хорошо, очень часто бывает. Другое насыха, проявление насыха искренности в отношении к ученым состоит в том, что не нужно распространять среди людей оплошности ученых и ошибки ученых, хорошо стараться, во что он не сказал, вот он так сказал, вот он так сделал, пытаться опозорить ученого, вскрыть его недостатки. Это неправильно. А некоторые еще хуже поступают, как берут, например, какое-то высказывание ученого или какая-то его статья, и берут оттуда только какую-то часть, хорошо, которая может быть понята как ошибка, а то, что является правильным или разъяснением к этому, это они не пишут. И потом распространяют везде. Делают это, может быть, из-за зависти делается это. Или еще из-за каких-то корыстных, злых умыслов. Это недопустимо. Как, например, по типу, чтобы было понятно, фавейну лиль мусалли. Если взять только вот эту часть. Фавейну лиль мусалли, горе молящимся. И дальше не сказать. Хорошо? Дальше не сказать. Радину мансалят имса, который к молитвам своим небрежный. Таким молящимся горе. Или, например, ля тaqrabus саля, не приближайтесь к молитве. А дальше что сказано? Уантум сукара, когда вы пьяны. Только эту часть. Ля тaqrabus саля, не приближайтесь к намазу. Это будет искренность? Это не будет искренность.
Дальше. Что еще входит в понятие насыха? К сожалению, у нас среди туляб аль-ильм распространилось это явление. Такое ощущение, что люди ищут, ждут каких-то оплошностей от своих братьев. Уляма, туляб аль-ильм, они должны быть как единый организм, должны быть сплочены. Хорошо? Не стараться, во что бы это ни стало, как-то опозорить друг друга. Да, конечно, если алим ошибается, как мы сказали, дается ему наставление, объясняется ему истина. Если он не принимает, тогда что? Дается опровержение. Но это все что? Делается по этапам, и у всего есть свое место, есть свои правильные слова. Задача твоя, наоборот, что? Наставить, дать правильное наставление, чтобы человек понял свою ошибку и исправился, а не потопить этого человека, как сегодня, к сожалению, происходит у нас. Дальше. Что еще входит в понятие насыха, куляма? Это распространять их знания. Это очень важно. Это очень важно. Представьте, что сидит 20 человек на уроке у ученого. Хорошо. Каждый из этих 20 учит еще 10 человек. Передает это знание, распространяет его. Это уже сколько? 200. А потом вместе те еще 10. Вот так распространять знания, это очень важно на самом деле. Неискреннее отношение, если люди что-то учат, сидят и потом ничего этого не распространяют, не способствуют распространению этого знания. Или, может быть, печатать книги этого ученого, или еще как-то распространять его уроки. Это искреннее отношение к алиму на самом деле. И для алима это великая милость от Аллаха, когда распространяется его знание. Пусть даже люди не знают, может быть, что это он сказал, или он написал. Это не является условием. То есть, если кто-то передает знания от ученого, может даже он не скажет, я у этого ученого это узнал. Я у него учился, я от него узнал. Может быть, не скажет. Главное передать знания. Скажет хорошо, не скажет, все равно это не лишит награду ученого. И сам ученый, что он знает? Альхамдулилля, я делаю это ради Аллаха. Упомянули мое имя, не упомянули. Главное, что то, что я сказал, это распространилось. Это правильное мнение. Хорошо? И надеяться на награду от Аллаха Субхану ва Тааля. Еще очень важно, если ты видишь, что обладатель знания что-то делает такое, из-за чего люди начинают смеяться как-то над ним, или презирать его, или недовольны им, или еще что-то, нужно указать ученому на это, за что критикуют его люди. Нужно. Почему? Потому что иногда ученый делает что-то, в чем нет нарушения по шариату на самом деле, но люди не понимают этого. Или люди трактуют это по-другому. Хорошо. А может быть, алим не видит что-то, например, может быть, он все время дает какие-то, наставления и дает какие-то увещевания, так что иногда он чрезмерствует в этом, иногда люди чувствуют какую-то усталость и говорят, опять он сейчас начнет, хорошо. Переходит какие-то границы, или долго что-то говорит, указать ему, сказать немножко для людей сложно, например. Это все насыха, помочь ученому. И ученым не нужно пренебрегать, на самом деле, мнением людей. В каком плане? Не потому, что он живет, чтобы нравиться людям. Или поклоняется Аллаху, или распространяет знания, чтобы нравиться людям. Нет. Но просто из-за того, что люди начнут критиковать его, плохо относиться к нему, хорошо, потеряют уважение к нему, это к чему приведет? Что они потеряют уважение потом к знанию. Потому что простые люди, они не имеют достаточного понимания многих вопросов. Посмотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, когда София, жена пришла, его мать праведная, пришла навестить его во время этикафа. Пророк алейхиссалам вышел, чтобы проводить ее. Было темно. Он стоял, разговаривал со своей женой. Проходили 2 человека, хорошо, из сподвижников, из ансар. Поздоровались, прошли. Пророк алейхиссалам сказал, что им вслед. Это София бинт Хуэй. То есть моя жена. Почему? Сподвижники сказали, что они сказали, астафрулlah, конечно, постоянно, что мы могли подумать что-то другое, разве что-то плохое, нет. Что пророк сказал? Шейтан, он ходит, распространяется по руслу крови у человека. Может какую-то мысль такую внушить, какое-то подозрение не такое или еще что-то. Пророк разъяснил, чтобы не было таких всяких подозрений. Хорошо. То же самое иногда ученые делают что-то, что по шариату дозволено, люди не знают. Шейх Усаймин приводит пример, когда человек босой идет, например. Ходить босым, без обуви. Многие люди как воспринимают? Ходят босой. Начнут смеяться, начнут критиковать, начнут высмеивать, начнут сомневаться в рассудке этого человека. Хорошо. А это на самом деле что? На самом деле сунна пророка алейхиссалату вассалям. Иногда ходить босиком, иногда ходить в обуви. Хорошо.
И, может быть, кто-то из ученых сделал это, разъяснить людям, что так можно, что это сунна, чтобы люди не оставались вот в таком что смущении. Или некоторые из авам, то есть простых людей, не знают, что, например, можно мочиться не только сидя, но иногда можно стоя. Хорошо, справлять малую нужду. Хорошо. Или, помимо подмывания, есть еще что? Подтирание. Многие люди не знают это. Если они узнают, что кто-то использует это, подумают, что это какой-то нечестивец и так далее. Хорошо, объяснить это людям. Это также важно. Итак, насиха — указать ученому на то, что люди в каком-то вопросе критикуют его и не понимают его действий. Хорошо, указать им на это. И последнее — это насиха лиамати муслимин. Это искреннее отношение к простым мусульманам. Это, конечно, что желать своему брату то, что желаешь самому себе, как сказано в хадисе пророка алейхиссалату вассалям, передано от Анаса радиаллаху та'аля анху. Желай то, что желаешь самому себе. Желай для него прямого пути. Наставляй, если талибуль илм, наставляй, призывай простых людей к истинному пути. Может быть, для кого-то при объяснении ему важна какая-то улыбка, хорошо на лице, мягкость. Для кого-то, может быть, важно сказать как-то немножечко в такой строгой форме, серьезной форме, вернее, хорошо. На него это главное здесь какой критерий? Критерий, как говорят ученые, чтобы твое объяснение сделало этого простого человека подчинившимся истине, успокоившимся в подчинении истине. Хорошо. Это что касается данного хадиса. Просим Аллаха Субхану ва Тааля сделать нас обладателями искренности в отношении Аллаха и Его Писания, Его посланника и руководителей мусульман и простых мусульман. Саллаллаху салям аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббил аламин.